Давайте посмотрим, как гниют эти европейцы. Первое, что хочется сказать о Будапеште, мне не хватило бомжей. Странная претензия к городу, но к Москве, например, такой нет. Разница только в том, что бомжей в Будапеште мне обещал каждый гайд в интернете. Я ждал, что улицы будут словно Красная площадь брусчаткой, вымощены бомжами. И в итоге нашел только один хаб, к которому приконнектились 3 славных бездомных венгров. С языком все просто. Если вы собираетесь в Венгрии и знаете хотя бы французский, немецкий, английский, вам это все равно не поможет. Венгерский язык напомнил мне только один, тот, который дети выдумывают на ходу, и звучит он точно так же. В то время как окружающие Венгрию хорваты, словаки и чехи могут на изи понимать друг друга, что логично. То же самое с испанцами, итальянцами, норвежцами, шведами. Венгры же как будто хрен пойми откуда на первый взгляд взялись со своим... Ладно, во-первых, попробуй сам. Посиди под гнетом турок 300 лет, посмотрим потом на твой язык. Ах да. Убирайтесь отсюда, гребаные монголы! Во-вторых, лингвисты поняли, что венгерский язык имеет общие корни с зауральской группой языков ханты и манси. Да, ханты-мансийск, ты зришь прямо в корень, можешь вот даже их циферки сравнить. И кстати, вы регулярно забиваете мне личку вопросами о сложностях переезда в Европу и Чехию, но я вынужден вас огорчить. Увы, здесь нет ничего сложного, мне просто помог мой друг. Но не расстраивайся, он и твой друг. yourfriend.cz, именно они помогли мне остаться в Чехии. Бесплатно по скайпу ответят на все 3 тонны твоих вопросов. И, исходя из них, не только предложат индивидуальный вариант свалить, но и сопроводят на пути к ним. И неважно кто ты, свежевыпустившийся ученичок или серьезный работяга-семьянин, тебе помогут, и у них даже на сайте есть соответствующий выбор. Вы найдете его по ссылке в описании, и по хорошей дружбе вам от меня дают скидку 10% на любую услугу по промокоду от СИБА. К слову, лето самая удачная пора для переезда. Ну, хоть Венгрии свалили, Россия все равно вернулась за своими налогами спустя 1000 лет, поэтому в Будапеште очень много антикварных с советским мерчом. То, что ты можешь бесплатно найти у деда под кроватью и огрести за это, здесь продается по 30 евро. Например, советский ответ iPad, стильный портативный телек, удобен в метро или самолете. Главное, не забудьте портативный зарядник от него. Бензиновый генератор. Я бы не был собой, если бы не захотел есть. А есть я хочу всегда. И чтобы это оправдать, частью каждой поездки в любую страну будет поиск традиционной еды. Вы не ослышались, это может стать рубрикой. Наберем много лайков, и я поеду в ту страну, которую вы выберете в голосовании. Моя гастрономическая эпопея началась на острове Маргит. Вообще, знаете, парк Маргит в последние 5 лет преобразился. Тут и турникмены, и мужик в стенку долбится, кукурузу вареную ненавижу, мороженое на 83% состоящее из расизма, дорожка для бега, по которой я шел пешком, как дурак. На остановках тут люди ждут, пока вместо маршрутки приедет их лодка, а вместо лодок у них тут маршрут. Ой, всем говорили, что детей приносит аист, но не говорили откуда. Именно в этом романтическом месте я попробовал свой первый перец. Так называется эта булка с сыром. И, как говорят голоса в моей голове, съел перец, поешь и лангош. Он начинается с лепешки, которую полчаса пытаются утопить в масле, и когда это снова не выходит с целью скрыть улики, ее заваливают начинками на выбор. Вкратце, это самый неудобный фастфуд, который я ел. Шаурма уже скручена. Пиццу ты можешь сложить пополам, а с этой херни все сваливается. И пока я ел свой абстракционизм на лепешке, ко мне приближались итальянцы. Стереотипы об итальянцах из Гриффинов были враньем. And Italy before pasta. Hey! Oh! Vowel sound! А теперь сравните. У Гриффинов в скетчах нет ни одной женщины. Чертовы сексисты. На десерт я взял... Это трубка из теста, а в моей было мороженое. Самая мистическая обманка для туристов. Чехи говорят, это их народный трделник. Австрийцы и немцы тянут на себя, а венгры взяли у румынов. Мне плевать, это есть неудобно. В перерывах между едой я ходил по городу, но не как бейсик-турист главными улочками, а дворами, чтобы познать атмосферу венгерского бытия. И знаете, на первый взгляд можно не заметить разницы. Такие же родные панельки, эпилептичные детские площадки, а на второй же нельзя не заметить отсталость современной Европы. Повсюду высажены какие-то растения, и даже не в шинах от КамАЗа, а по-дикарски, вдоль площадки, тропинок. И почему никто еще не сорвал их себе, чтобы посадить на даче? Деревья кругом портят вид современного урбана. Подъезды почему-то не из глухого металла сделаны, а застекленные. Так ведь любой прохожий может легко разбить стекло, чтобы поссать внутри. Они их что, ежедневно меняют? И кто у них занимается планировкой районов? Обычный панельный квартал плавно перетекает к домам с современной архитектурой. Где классовое разделение? А что, если нищее быдло из панелек будет бегать ссать в подъезды к обеспеченным людям? У нас-то об этом сразу подумали и строят дизайнерские районы для богатых отдельно от 25-этажных картонных муравейников. Продолжение тупости архитектуры, посмотрите на это историческое здание. Вместо того, чтобы снести его и построить многоэтажку или ТЦшку, в него гармонично интегрировали дизайнерский новый дом. Еще гляньте на идиотское решение. Строить офисное здание
в спальном районе. Это ж людей сразу лишает удовольствия ехать 1,5 часа в центр со всех концов города, слушая любимую музыку, разминаться в общественном транспорте, занимая места на скорость. И в случае проигрыша налаживать социальные контакты, стоя вплотную к другим людям. Вместо этого всего люди могут жить в 5 минутах от работы и совсем облениться. Но таки в любой прогулке мои ноги движет только желание поесть. И не найдя мацы в самой большой европейской синагоге, и даже у этого парня, я таки попал на улицу, где пела какая-то группировка Будапешт. Ой, вей, похоже, что-то попало мне в горло, подождите. О, так-то лучше. Я продолжил искать народный фастфуд, но нашел только фастсмифинг. Здравствуйте, мне, пожалуйста, подсвечник и большой нож без закалки и с двойной порцией углерода. Вам с собой? Не, я здесь кого-нибудь пырну. Вдруг мой взгляд зацепила надпись «блини», но они кончились, поэтому мы не узнаем, что же такое венгерские блини. Но я взял лосося всего за 3500 форинтов, 760 рублей. Ладно, это до хрена, но я не мог пройти мимо. Все-таки будапештцы живут на реке и любят рыбу, и это тоже их народное. Продавец мне даже хлеб дал бесплатно, потому что я задолбал его про все спрашивать. Is it included in price? Not included in price. You want some sliced bread? How much it costs? Просто меня не проведешь начинками по двойной цене. Ну, лосося испортить сложно. Полил его лимонным сочком и съел, представляя себе недельные запасы гречи за эти деньги. Посмотрев на мужика, восхваляющего какого-то мексиканца Джезуса, я нашел место, где хранится 90% мировых запасов жира. Другие 10 были уже во мне. Жесточайший фритюрный геноцид. Сила всех сердец мира вместе взятых не прогонит столько холестерина, сколько было в этом дранике. Выкидывая остатки, я боялся, что при неправильной утилизации они загрязнят пару водоемов. Чтобы оправиться от такого, мне нужен был кардиолог или десерт. Венгрия — страна марципана, его здесь больше, чем шаурмы в Москве с Питером, но почему он стоит столько, будто его добывают из алмазной руды? И зачем мне покупать один такой за 150 рублей, если я могу купить его за 300 рублей? В исторической марципанной. Так ты еще тоньше чувствуешь, что шаурма XL с дополнительным сыром гораздо выгоднее. А еще они хвалятся тортом Дабош, который 10 дней может храниться без холодильника. У меня тоже 10 дней без холодильника может храниться пицца, пельмени, яичница, но я этим не хвастаюсь. После сытного перекуса я понял, пора пообедать. Настало время найти настоящий венгерский гуляш. Я хотел спросить дорогу у этих двоих, но, похоже, они сами не могут выбрать, в какую сторону идти. Осмотреться не удалось, весь вид загораживал какой-то огромный дом, поэтому я решил перейти на другую сторону реки, из Пешта в Будду, чтобы забраться повыше и окинуть орлиным взглядом местность. Там я снова встретил мужиков в форме. Это оказались венгерские караульные, которые могут устрашить разве что мыслящего стереотипно гетеросексуала с помощью своей походки. Пройдя по аллее, снимать которую мне упорно мешала азиатская диверсия, я попал в естественную среду обитания туриста с Бейсикус. Площадь с кучей религиозно-исторических объектов. Здесь же я нашел очередное доказательство эволюционной теории. Посмотрите на эту стаю туристов, у которых вместо ног сигвей. Как первый открыватель я назвал этот вид туристас всерато баблос нахернус. И вот, стоя на вершине горы, я понял, что поднялся не туда, и вид все так же загораживает большой дом, который оказался парламентом. Я спустился и дошел до здания, которое встроено в скалу. За вход взяли деньги, и я понял, что нарушил кредо не быть бейсик-туристом и попал в храм-музей. Прямо напротив храма стоит отель Геллерт, с которого срисовали Гранд Будапешт из фильма Уэсса. Он известен своей купальней. Поснимав купальню через кусты в духе крипового психа, я понял, что прохожие могут неправильно понять мои действия, и полез в гору, которая тоже заселена туристами. Оттуда я наконец увидел самую настоящую столовку для местных под названием Папа Фрици, где наконец навернул настоящего беляша и блинов, которые венграм уже удалось утопить в сладком соусе. И вдруг я понял, что мне не хватает самого главного — сувениров. А лучший сувенир тот, который можно съесть, поэтому я отправился на поиски венгерской колбасы с паприкой и такайского горного вина. За всем этим я попёрся в трэш-бар Симпла, еще одна достопримечательность Будапешта. Один из баров, построенных на руинах, разрушенных в войну домов. В инете написали, что в выходные Симпла работает как рынок, и я уже предвкушал эту атмосферу народных товаров. Но оказалось, что здесь одни хипстеры и веганы барыжат каким-то хендмейдом. Хорошо, что с горы я увидел еще одно место — центральный рынок Будапешта. Зайдя по пути в зоокафе и не поняв, почему мне на стол подают живую еду. Ты шо, ебать, а? Антон, я пошутил насчет супа. Давай за нож браться не будем пока, еще раз. Я попал в место, которое и представлял себе как венгерский рынок. Повсюду висит копченое мясо, прилавки завалены паприкой, и венгры пляшут. Наконец, прилавок, на котором стояло оно.
вино Такай. Я купил небольшую бутылочку и попросил сыр, который к нему хорошо подойдет. И пока вы смотрите на меня грациозно открывающего вино, я хочу сказать, что не пью. Вообще. Чё ж я тогда переобулся? Все потому, что лет 7 назад у меня появилась мечта. На тот момент это было кругосветным кулинарным путешествием. Из-за насущных проблем я о ней забыл, но оказавшись в Будапеште, понял, что оказывается шел к ней все это время. Мечта немного преобразилась, теперь мне хочется узнавать больше про быт людей из других стран, но его также прекрасно отражает еда. И это вино в том числе. И по большей части вы даете мне возможность познавать что-то интересное и делиться этим с вами. А вино, походу, было паленое. Выход и рост качества подобных и других роликов и вообще моего творчества вы можете поддержать рублем, точнее долларом. Я создал аккаунт на Патреоне, где вы можете поддержать меня ежемесячной подпиской. Благодарность за это вы получите разные бонусы. Заходите, там все подробно расписано. И спасибо за интерес к моему творчеству и за поддержку. Если поддержите, тоже спасибо.